Американка Стейси Хэрольд является самой миниатюрной мамой в мире. Ее рост 71 сантиметр. Тем не менее, это не помешало ей родить 3 детей. У старшей дочери и сына врожденное заболевание, несовершенный остеогенез. Вторая дочь родилась без генетических аномалий. Основная ее поддержка и опора в воспитании детей – это ее муж, который является обладателем вполне нормального роста – 173 сантиметра. Беременеть и рожать для Стейси смертельно опасно, но она не боится. С раннего детства Трейси Лагандина поняла, что она должна быть мужчиной, и стала Томасом Бити в 2002 году. При этом Томас решил оставить возможности женского организма в неизменном состоянии. Он стал известным как первый беременный мужчина, после того, как забеременел путем искусственного оплодотворения в 2007 году. На рождение ребенка Бити сподвигло бесплодие жены. Они воспользовались банком донорской спермы. На сегодняшний день Томас успешно выносил и родил 3 детей, но юридически он считается мужчиной. Мировой рекорд по временной разнице между родами. Первого ребенка 60-летняя Элизабет Баттл родила достаточно рано, ей было 19. Но на старости лет она решила снова испытать радость материнства. Ей это удалось. Она родила мальчика Иосифа, и тем самым она установила мировой рекорд по самой большой временной разнице между родами, которая составила 41 год. Надя Сулейман, которая в январе 2009 года родила 8 детей за раз. О ней заговорил весь мир, все 8 младенцев выжили, а это новый мировой рекорд. Дополнительный интерес вызвал и тот факт, что она является матерью-одиночкой. Детей она зачала искусственным путем, плюс ко всему к моменту появления на свет рекордной 8 у нее уже было 6 детей. Самой молодой мамой в истории медицинской практики стала Лина Ванесса Медина. Она родила в возрасте 5 лет 7 месяцев в Перу в мае 1939 года. Путем кесарево сечения Лина родила сына весом 2,7 кг. Назвали его в честь доктора Хирарда. Он был воспитан, полагая, что Лина его сестра, но узнал, что она его мать в возрасте 10 лет. Не было задокументировано, как забеременела Лина. Она никогда не называла отца ребенка, ни обстоятельств ее оплодотворения. Англичанка Кэрол Харлок определила для себя суррогатное материнство как вполне себе прибыльный бизнес. За все время Кэрол выносила и родила для разных своих заказчиков 13 детей. Сама предприимчивая мамочка признается, что суррогатное материнство для нее – это очень прибыльная и высокооплачиваемая работа. За каждого ребенка оплачивали примерно 25-30 тысяч долларов. Тем не менее, деньги – это не единственная цель. Эта работа делала женщину счастливой, и ей нравилось постоянно быть беременной. Неодолимое желание иметь собственного сына для 70-летней Амкари Панвар обернулось двойным счастьем. У пожилой мамы родилась двойня. У этой женщины уже было 2 дочери, а также 5 внуков. Но ее 77-летний муж упорно настаивал на наследнике и как результат получил долгожданного сына и еще 1 дочь. Согласно книге рекордов Гиннесса, самой многодетной мамой является россиянка из города Шуя. О ней известно лишь то, что она была крестьянкой и женой Федора Васильева. Многодетная семья жила в XVIII веке. Из 27 беременностей получились 69 детей. В 2008 году Раджа Деви Лохан стала самой старой первородящей матерью в истории человечества. В возрасте 70 лет она родила своего первого и единственного ребенка, дочь Навиин, после 50 лет безуспешных попыток забеременеть. Стоит отметить, что здоровье женщины ухудшилось после родов. Для организма 70-летней женщины это оказалось слишком большой нагрузкой, а девочка растет здоровой.
Махаджаб бин Шейх является матерью самого маленького ребенка в мире. Ее крошечная дочь Румаиса Рахман, одна из двух близнецов, родилась на 26-й неделе беременности. Вес малышки составил 243 грамма, рост 24 сантиметра. Девочка выжила, и сейчас с ней все хорошо.